Здравствуйте! Вы смотрите познавательно-развлекательную телевикторину «Чувашла Калажар» на национальном телевидении Чувашии. Здесь все самое интересное о нашей малой родине. А кто же сегодня у нас в гостях? Самое время познакомиться поближе. Первый участник нашей программы Константин Петров, вице-президент Федерации ЧИР-спорта в Чувашии. Константин, здравствуйте. Здрасте. Что такое ЧИР? Это танцевальный вид спорта, группа поддержки. В каких городах вам удалось побывать, участвуя в соревнованиях? На больших в Москве были на соревнованиях. Чувашский язык вам чем-то помогает, чувашская земля? Чувашская земля, она всегда помогает, она поддерживает меня везде и всегда. Я горд, что я чуваш. Самый большой успех в чарлидинге, который добились ваши ученики? Занимались Результат. в соревнованиях. Это недавний вид спорта, только новый вид спорта, но мы его очень стремительно развиваемся. У нас уже есть кандидат в мастера спорта. А следующая участница Татьяна Матросова, чувашская красавица России 2019. Татьяна, добрый день. Добрый день. Что должна уметь все-таки делать чувашская красавица? В первую очередь чувашская красавица России должна быть скромной, потому что все чувашки, они скромные. Скромность украшает чувашских красавиц. Татьяна, вы у нас сегодня одна в мужском коллективе. Вам, я надеюсь, что будет легко. Удача будет на вашей стороне. Спасибо. И следующий участник нашей викторины Антон Андреев, организатор интеллектуальных игр. Добрый день, Антон. Здравствуйте. Антон, вы когда-нибудь организовывали игры, интеллектуальные игры с чувашским акцентом? Да, конечно. Ежегодно мы проводим тематический турнир по интеллектуальным играм, посвященный культуре родного края и истории родного города Чебоксары. Мы с вами, в принципе, практически одно дело делаем. Спасибо. А мы переходим к нашему следующему гостю. В нашей студии иностранец, марокканец Юсеф Бурмахам. Студент ЧГУ, кстати. Да, с ЧГУ. Юсеф, сколько лет вы проживаете в Чувашии? Я живу 7 лет. Тут в Чебоксарах. Подругу, невесту нашли? Нет, чувашскую нет. красавицу? Нет, я не вижу. С каким национальным чувашским блюдом вам удалось познакомиться за эти 7 лет? Что вы попробовали в чувашской кухне? Шорбе. Шурбе пробовали, да? Да, да. Мясное чувашское блюдо. Да. Спасибо. Ну что, участники готовы? Да, готовы. И тогда, я думаю, самое время рассказать о правилах нашей игры, а правила следующие. Как и прежде, на экране появляются вопросы с вариантами ответов. Как только ведущий озвучил вопрос, вы сразу же, если знаете правильный вариант, нажимаете кнопку. Кто нажал на кнопку первым, у того преимущество ответа. Если же ответ правильный, то мы его засчитываем. Если же ответ неверный, то право отвечать переходит к следующему участнику. Первые два вопроса, если ответили вы на них правильно, вы получаете по 1 баллу. На вторые два вопроса, если ответили правильно, то получаете по 2 балла. Тот, кто ответит на третий вопрос правильно, тот получает 3 балла. Ну что, давайте начнем. Тема летучих мышей будоражит нашу планету более 2 лет. И прямо сейчас мы с вами заглянем в Красную книгу Чувашии, в которой я насчитал 9 этих позвоночных животных. Первый вопрос появится прямо перед вами. Как дословно летучая мышь переводится с чувашского на русский? Первой нажала кнопку Татьяна. Татьяна, у нас здесь 4 варианта ответа. А. Голый воробей. Б. Поедатель насекомых. С. Летучая крыса. Д. Лысый крот. Ваш вариант ответа, так как вы нажали первое на кнопку. Я думаю, что А. Голый воробей. Да. Здесь, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужны знания чувашского языка. Мне Конечно. очень интересно, Антон, который вторым нажал на кнопку, что он думает? Какой Я вариант поддерживаю версию Татьяны, я тоже говорю, что ответ. Ну, в А, случае, голый воробей. в случае ответа балл засчитывается Татьяне. Ну Естественно. что, проверяем. Как дословно летучая мышь переводится с чувашского языка на русский? Вариант ответа А. Голый воробей. И это правильно. Татьяна зарабатывает 1 балл в свою копилочку. И мы переходим ко второму вопросу. Как называется самый крупный остров Чувашии? Вариант ответа А. Сосновский. Б. Казин. С. Сидельниковский. Д. Козловский. И первой на кнопку нажала Татьяна. Вариант А. Сосновский. Вариант А говорит Татьяна. Следующим был снова Антон. Моя версия вариант С, Сидельниковский. Сидельниковский. Ну что, я думаю, самое время проверить ваши варианты ответа. Проверяем вариант ответа Татьяны. Сосновский неправильно, к сожалению. Ну что ж, посмотрим, насколько удачлив у нас Антон. С? Да.
Внимание, тоже неверный. Константин, ваш вариант ответа. Козловский. Козловский. Вы бывали там? Бывал. Ну, давайте проверим ваш вариант ответа. И балл зарабатывает у нас Казин. тот человек, который скажет остров Казин. И Я это вообще вы, не Юсиф. нажал. Аплодисменты вам. Проверяем вариант ответа. Казин. Остров Казин. Да. Действительно, остров Казин считается самым большим островом нашей республики. Самые главные подсказки в нашей передаче – это знание и удача. Юсиф, удача была на вашей Да. стороне явно. Вот так вот, стоя молча, просто глядя на экран, можно заработать баллы в нашей программе. Ну что ж, еще раз вам поаплодируем. Это было просто потрясающе. Действительно, остров Казин является самым крупным островом Чувашии и расположен он в Волге, ниже устья реки Большой Цивиль. Ну что ж, мы переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 3. Связан он с культурным учреждением нашего города Чебоксары. И, внимание, на экран. Вопрос звучит так. В каком учреждении культуры находится эта люстра? Первым на кнопку нажал Антон. Давайте я для начала познакомлюсь с вариантами ответа. Уважаемых телезрителей, вариант ответа А – театр оперы и балета. Вариант ответа Б – эта люстра находится в Русском драматическом театре. Вариант ответа С – Чувашский драматический театр. И вариант ответа Д – кукольный театр. Антон, ваш ответ. Мой вариант – это театр оперы и балета. Ну что, Антон, давайте посмотрим ваш вариант ответа. Театр оперы и балета выбирает вариант ответа Антон. И Антон у нас зарабатывает 2 балла. Аплодисменты Антону. Вы часто бываете в театре оперы и балета? Да, я очень люблю театры, особенно симфоническую музыку, а также оперный театр тоже у нас очень интересная программа, часто туда хожу. Неожиданный ответ про симфоническую музыку от молодого человека на самом деле. Редко. Очень зря такие стереотипы среди молодых людей у нас Да-да-да. культивируются, таких людей достаточно много, и надеюсь, что будет только больше. Действительно, эта люстра является неотъемлемой частью театра оперы и балета. Ну а мы переходим к вопросу номер 4. Его задаст студент одного из вузов нашей республики, который прислал свое видео к нам на почту. Внимание, смотрим видеоролик. Здравствуйте, меня зовут Хасан, мне 18 лет. Я приехал из Египта, чтобы изучать медицину в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Мой вопрос: в каком городе Египта находится самая известная пирамида? Вопрос уже прозвучал. Варианты ответа следующие. Каир, Гиза, Александрия, Луксор. Первый на кнопку нажала у нас Татьяна. Татьяна, вам джентльмены уступают. Право отвечать первый. Ваш вариант ответа? Мой ответ Д. Луксор. К сожалению, это неправильный вариант ответа. Правильный вариант другой. Так, следующий у нас на кнопку нажал Антон. Что скажет нам Антон? Мой вариант ответа Б – это город Гиза. Правильный вариант ответа – город Гиза. Именно в этом городе находятся самые известные пирамиды Египта. Итак, уважаемые участники, мы переходим к следующему финальному вопросу. Вопрос достаточно сложный, и поэтому за него дается 3 балла тому, кто правильно на него ответит. А сейчас у Татьяны 1 балл. Аплодисменты. У Антона 4 балла, он лидирует. У Юсифа 1 балл. А Константин, у вас возможность отыграться на 5-м вопросе. Давайте поверим в удачу. Ну что, раз уж заговорили о пирамидах, то есть о временах до нашей эры, давайте продолжим этот разговор. И следующий вопрос нам прислал Чувашский национальный музей. Вопрос звучит так. Внимание на экран. А следующий вопрос касается питания древнего человека. Оказывается, 50 тысяч лет назад тоже существовал фастфуд. И, внимание, вопрос. Что называли фастфудом в то время? Варианты ответа следующие. Кора деревьев, улитки-черепахи, муравьиные яйца, дикий мед. Первым на кнопку нажал Юсиф. Ваш вариант ответа? Я думаю, ответ Д. Вариант Дикий мед. ответа Д. Дикий мед. Да. Достаточно такое экзотическое, редкое и опасное приключение с диким медом. Внимание, дикий мед. Это, к сожалению, неправильный ответ, Юсиф. И отвечает следующий Антон. Я думаю, что это вариант С – муравьиные яйца, потому что они компактные, маленькие, их можно как попкорн кушать. Не заставляет труда собирать муравьиные яйца. И проверяем ваш вариант ответа. Муравьиные яйца не тот вариант ответа. Татьяна. Это кора деревьев. Угу. Проверяем ваш вариант ответа, Татьяна. И 3 балла достаются снова
Просто так, просто счастливчику Константину. Константин, вам аплодисменты. Ну, хотя бы ради приличия можете озвучить правильный ответ. Улитки-черепахи. Браво. Улитки-черепахи. Да, это правильный ответ. Ну что, я вас поздравляю, уважаемые участники. Это была действительно интересная игра. Я думаю, самое время подсчитать баллы. И под конец игры у нас следующая картина. Константин 3 балла. Татьяна 1 балл. Антон 4 балла. Юсеф 1 балл. Ну что, 2 счастливчика, это Юсеф и Константин. Это был вообще великолепный ответ у вас. А победил Антон. Антон, я вас поздравляю. Спасибо. Вы выиграли в игре «Чувашла Калажар». Поздравляю! Спасибо. Второй выпуск программы «Калажар Чувашла» подошел к концу. Уважаемые телезрители, свои интересные вопросы вы можете присылать нам по этому электронному адресу, который вы видите на экране. А мы с вами прощаемся. С вами был Алексей Иванов. До новых встреч!